В прямом эфире «Чеченские вести» я, Рамзан Абуев, и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится четверг, 18 июня? Аграрный феномен. Problem Sudan, hon avvastade dit ådesnon och uspешивал. Рамзан Кадыров обсудил с Висханом Мацуевым успехи в сфере сельского хозяйства. Портал в сердце гор. Национальная кухня сегодня – это уже давно не просто сытный домашний обед. В этих стенах традиционные народные рецепты получили совершенно новое, изысканное звучание. Чем готов удивлять новый ресторан национальной кухни «Нашха»? Экосистема роста. Обмен опыта с сильными людьми, сильными игроками. Человек может сэкономить несколько лет. На бизнес-форуме ведущие предприниматели обсуждали самые острые вопросы управления и развития. Эффективное использование земельных ресурсов, пополнение доходной базы и совершенствование имущественных отношений обсудил Рамзан Кадыров на рабочей встрече с вице-премьером, министром сельского хозяйства Висханом Мацуевым. Отмечается положительная динамика. Заключено 300 договоров аренды земельных участков общей площадью более 12 тысяч гектаров. Все детали встречи в репортаже Рабят Гайтиевой. Рост налоговых доходов, ревизия имущественного фонда и жесткий контроль за целевым использованием сельхозземель, направления от которых напрямую зависит благосостояние региона. Именно эти темы легли в основу рабочей встречи главы республики Рамзана Кадырова и вице-премьера правительства, министра сельского хозяйства субъекта Висхана Мацуева. Самый сложный да, министерство юдайства, он сам министр, он министерство приоритетного. Problem Sudan, hon avvastade dit ådesnon och uspешивал. В ходе доклада руководитель ведомства озвучил актуальную статистику по управлению имущественным комплексом. Так, за текущий год заключено 300 договоров аренды земельных участков площадью 12 тысяч гектаров. Кроме того, оформлено 67 договоров аренды недвижимости на 174 объектах, расположенных в 78 земельных участках. При этом расторгнуто 150 договоров аренды. По словам министра, участки, которые не используются или не обрабатываются по назначению, в соответствии с условиями аренды изымаются и возвращаются в казну региона, что позволяет заключать соглашения с более добросовестными арендаторами. Уважаемый Рамзан Ахматович, благодаря вашему постоянному вниманию и активной поддержке, как в прошедшем, так и в текущем году Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики выполнено значительная работа по реализации приоритетных направлений, а также достигнуты положительные результаты и улучшены показатели эффективности работы ведомства. Обратно казну возражать и лилу дольчун далуш бурбеш. Земельный контроль. Согласно вашему поручению, Рамзан Ахматович, по усилению контроля за использованием земельных участков по целевому назначению проводится комплексная проверка учета наличия и целевого использования государственного и муниципального недвижимого имущества. А я поручение масурео на масуерчка на масана цаншей баждала баждаржу метхлит эстиавой бо бештон дабючпон. Соответственно вашим поручениям, уважаемый Рамзан Ахматович, по координации Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики проводится работа по выделению сельским поселениям Республики земельного участка под выпас общественного скота. Площадь земель, выделенных под выпас общественного скота на 01.05.2025 года составляла 17 577 гектаров. На сегодняшний день Рамзан Ахматович Бохвой Барбандо 82 524 гектаров. Выпас общественного скота текета Бох кидал дабир бивиш Рамзан Ахматович тяг. Канал что леч тани интет паляш лилвочана шечактолш канал что так закону шей канал шей тол чактол шей шей латин шей межевадин халдиеш дух если або дабиш Рамзан Ахматович произведено межевание 274 каналов. 18 каналов являются проблемными, по ним работа проводится в индивидуальном порядке, что займет более длительный промежуток времени. 15 каналов находятся в работе, по которым проводятся мероприятия по регистрации. По 259 каналам работа завершена, каналы готовы к сдаче в аренду. Рамзан 259 каналов уже чакдала сдачу в аренду на реализации дукуш.
Параллельно в республике ведется масштабная ревизия имущественного фонда. Из казны списываются объекты, фактически отсутствующие или пришедшие в ветхое состояние. На сегодняшний день исключено 300 единиц недвижимости. Еще 40 объектов переведены в муниципальную собственность. Таким образом, в совокупности из казны выведено 340 позиций. Сейчас ведомство готовит протокол и согласовывает с межведомственной комиссией инвентаризацию и исключение еще 45 объектов. Дополнительно проводится работа и по выявлению неучетной недвижимости для включения в перечень и определения в налоговую базу. Проведена работа по выявлению дополнительных объектов недвижимости для включения в перечень, в отношении которой налоговая база определяется как кадастровая стоимость. До включения в перечень взимается имущественный налог в размере 0,5% от кадастровой стоимости, после исключения 2%. На текущую дату выявлено 573 объекта. Ожидается поступление в бюджет Чеченской Республики дополнительных налоговых поступлений не менее 73 миллиона рублей. Также проведена работа по выявлению объекта кадастровой стоимостью, не соответствующего нормативной. В результате по 65 земельным участкам кадастровая стоимость увеличена на 1 миллиард рублей. Заниженная стоимость составляла 211 миллионов рублей. Амзан Ахматович, стоимость шуая хиллю лячол, шехил биш по стоимость почва лячол, объект حال باقنا 211 миллионов барсун кадастровая стоимость на 1 миллиард 21 миллион рублей кадастровая стоимость поднятия. По 11 объектам недвижимости кадастровая стоимость увеличена на 170 миллионов рублей. Заниженная стоимость составляла 62 миллиона рублей. Исправленная 233 миллиона рублей. В результате исправленной кадастровой стоимость вступила в силу 01.01.26 года, что должно повлечь увеличение поступлений налоговых доходов Чеченской Республики в 2026 году. В настоящее время в рамках общероссийского тура ведется работа по кадастровой оценке земельных участков Чеченской Республики. По итогам завершения данной работы также прогнозируется увеличение налогооблагаемой базы, как следствие увеличения в 2027 году. Поступление в виде налога на землю, также размеру арендных платежей. Демонстрирует рост и неналоговые поступления в бюджет. Изначально план на 2025 год составлял 314 миллионов рублей. Однако фактическое исполнение к концу года достигло 413 миллионов. Прогнозные показатели на текущий год утверждены в размере 307 миллионов рублей. И уже за первое полугодие реализовано 138 миллионов, что составляет 48% от годового плана. Кроме того, не прекращаются работы по взысканию задолженностей по договорам аренды недвижимости. Взыскание задолженности по договорам аренды недвижимого имущества. На 01.04.2025 год дебиторская задолженность по договорам аренды составила 188 миллионов рублей. Министерством ведется активная работа в рамках досудебного и судебного взыскания дебиторской задолженности. С 1 мая 2025 года по 1 июня 2026 года в министерство направлено арендаторам 1007 претензий. Подготовлено 319 судебных исков. Из них 119 судебных дел в производстве, 126 отозвано в связи с оплатой устранения нарушений. И по делам принято решение в пользу МИЗО и находится в стадии исполнительного производства, расторгнуто 2 договора аренды. Амзан Ахматович, вкратце альча бог поручение син именно Министерство имущества и земельных отношений хал направлению аду хармаллара район шках главш район читабич бог حنونا وصلتين وين بوابة проблемات так مسوا أورا إنت ميخانيزم общий программа وين باز يقع وين نوشي شو يحويشوا باز ينشل ده ولبوا كارديك يجمع وقتنا يحين قعدوا ميش قعدوا أرنداتر ميلو ميل خانيوتهم قاعد إنرزقليشين يعني لا مسوتهم تيجي بقى عم يبازي كذا شو ده لحظات سو إن قلت دوش إسبقامه يوقع خيز وش ده مو عايز بيشلو. Отдельного внимания по словам министра требует ситуация с землями сельскохозяйственного назначения. На сегодняшний день выявлено, что более 1000 таких участков фактически используются под коммерческие нужды. Глава ведомства предлагает дать поручение перевести данные объекты в соответствующую целям категорию использования. При этом он подчеркнул, что реализовать это возможно лишь при активном содействии глав районных администраций. Подобные меры позволят ощутимо пополнить бюджет муниципалитета. Проверкшин район чекала из них 1000 чем-то лач тыкношук переводинаюч лач таин такцар и тяна осалдича главша война переводич война муниципальный бюджете сан поступление школа республиканский бюджете поступление школа сара астягона осалдича поручение сейчас когда будет абул выбор
общего проверки на 1000 чем-то час квинс. Рамзан Ахматович чекал проверка Сырноводский, Эчко-Мартанский, Урус-Мартановский, Натерицкий, Наурский, Гроздинский район, Шелковский район, Шалинский, Курчаловский, чекала Исан район. Рамзан Ахматович работаю, когда проверка даю, а общий масит района 1198 изменений вариант земельного участка и шлячер, а если поручение, когда было В свою очередь глава субъекта данную инициативу поддержал. Руководителям муниципалитетов было поручено заняться этим вопросом, а Висхану Мацуеву взять под личный контроль. Рамзан Кадыров высоко оценил работу министерства и призвал ведомство не сбавлять темпы. Inos oformedin dos, han компенсация хасис уж дахбе мы чардан и лушто свамдан вообще дан, обесценить давать не даст дан, чена хавай дан бод, и грубо не решение юдас, четко дан хакер, и глава район с поручение юд бол чек мубак без цена обесценить дан, бак без калер дан, дадо чум дадис бюджетен ушер без дан, бол низ барбандош, хорма подгод низ салар бандош дан, вайдо докучер бюджетен еш дан. Sundeldagen, istället projekten i Sibyllen, så brett svett då, checkar jag i det. Inte klart det då, då det dyrt då rumsches, det står det så когда поручение это вещь då, сейчас находить det skulle vilja det så искать det så hade så verkligen det alla det som han då han avsnä då. Det är vet givet där det både måste vara då. Men det är så att man ждал мола, поручение выполнить район, глава имел de don чапла кордон. Аграрные и имущественные блоки республики работают в тесной связи, а наведение порядка в земельных вопросах остается одной из приоритетных задач. Постоянный контроль со стороны руководства региона и конструктивное взаимодействие всех уровней власти являются гарантией эффективного решения поставленных целей. Рабят Гайтиева, Магомед Бараханов при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики. Вести Чеченская Республика. Чеченская республика заняла первое место среди субъектов России в рейтинге эффективности деятельности высших должностных лиц и исполнительных органов государственной власти. Об этом сообщил в своих соцсетях Рамзан Кадыров. Высокий результат стал подтверждением успешной реализации курса развития и эффективности работы управленческой команды. Сегодня республика демонстрирует высокие показатели в социально-экономической сфере, в реализации национальных проектов, а также в развитии инфраструктуры, образования, здравоохранения и культуры. Достигнутые результаты стали возможны благодаря поддержке руководства страны и последовательной работе органов государственной власти. Строительство Ахмат Тауэр выходит на новый этап. К реализации одного из самых масштабных инвестиционных проектов в Чеченской Республике могут присоединиться специалисты крупнейшей китайской строительной корпорации. Об этом сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов. Перспективы сотрудничества обсудили на встрече в Москве с руководством компании и ее российского представительства CRCC РУС. В ходе переговоров стороны рассмотрели вопросы участия китайских партнеров в реализации этого уникального проекта. Представители компании высоко оценили концепцию будущего небоскреба и выразили заинтересованность в сотрудничестве. В скором времени запланирован визит китайской делегации в Грозный для ознакомления со строительной площадкой. Антикризисный маркетинг, управление финансами и стратегии продвижения обсудили на экспертных сессиях бизнес-форума в Грозном. Событие объединило более 300 ведущих предпринимателей, инвесторов и экспертов. Главная цель встречи – дать реальные инструменты для преодоления кризисов и уверенного развития бизнеса. Репортаж Медины Мударовой. Молодой и уже громко заявивший о себе бренд холодного кофе «Нока», созданный предпринимателем Абузаром Батукаевым и его командой. На рынке республики их продукт всего год, но выразительный вкус и качество помогли завоевать признание жителей. Для мужчины форум – это возможность поделиться опытом. Сегодняшнее мероприятие мега крутое. Почему? Потому что я в своей жизни объехал около 18 стран. Это Франция, Испания, Италия, ЮАР, Австралия, Англия и так далее. И я понимаю один момент.
то, что обмен опыта с сильными людьми, сильными игроками, человек может сэкономить несколько лет. Одна мысль, которая прозвучала от человека, пережитый его опыт, может сэкономить для начинающего предпринимателя несколько лет вперед. Дворец танца в войнах превратился в главный деловой центр всего Северного Кавказа. Бизнес-форум собрал на одной площадке более 300 ведущих предпринимателей, инвесторов и экспертов СКФО. Главная особенность события, которую сразу подчеркивают организаторы, это полный отказ от сухой теории и скучных лекций. В фокусе внимания только реальный опыт. Региональный бизнес-форум «Экосистема роста и развития». Организаторами события выступил Центр развития предпринимательства «Единство». Организация, которая за годы работы стала настоящим мостом между бизнесом, государством и ведущими финансовыми институтами. С приветственным словом к участникам обратился генеральный директор Центра Ислам Бисултанов. Этот год объявлен главой Чеченской Республики, героем России Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, годом горных районов и развития малого и среднего предпринимательства. Наш форум – это прямой ответ на задачи, поставленные руководством республики по поддержке бизнес-инициатив. Сегодня на этой площадке мы объединили около 300 человек. От тех, кто только делает первые шаги, до владельцев крупного бизнеса. Наша цель проста и понятна. Дать вам не просто теорию, а работающие инструменты. Мы детально разберем 5 факторов успеха. Финансы, маркетинг, сервис и масштабирование. Используйте этот день по максимуму. Общайтесь, обменивайтесь кейсами. Заводите партнерство. Поддержка государства – это важнейший фундамент для роста любого бизнес-проекта. О системной поддержке и создании благоприятных условий для предпринимательства рассказал вице-премьер региона Рустам Шаптукаев. Это, безусловно, очень хорошая площадка для развития, но попав в эту среду блогерства, многие забывают о своих первоначальных мотивах, о своих первоначальных целях и забывают о том, что вы являетесь рупором для тысяч, где-то миллионов людей, поэтому это колоссальнейшая ответственность лежит на вас. Сфера, которая сегодня переживает в республике настоящий бум и открывает золотые горы для малого бизнеса, это, конечно, туризм. О том, почему путешествия стали двигателем всей деловой экосистемы республики, рассказал министр региона по туризму Муслим Байтазиев. Именно турбулентность, наверное, породит в итоге большое количество лидеров в своей сфере в нашей республике, и не только в нашей республике. Но в целом могу сказать, что это качество, которое присуще именно людям, добивающимся успеха. Это качество называется умение действовать в условиях непредсказуемости. Официальными партнерами форума являются автозаправочная станция «Лидер», «Чечен-Цемент», квартал «Три семерки», торговая база «Музаев», компания «Асгар» и агентство недвижимости «Нью-Сити». Большая честь быть в числе партнеров Центра развития предпринимательства «Единство». Это очень важный, большой важный шаг по укреплению деловых связей, совместном создании усилий по развитию бизнеса в нашем регионе. Вот. По поводу важности, я для себя очень интересные выступления спикеров были сегодня. Мне очень все понравилось. Сделал какие-то для себя выводы. Экспертные сессии охватили все ключевые сферы современного бизнеса. Опытные спикеры детально разобрали темы финансовой грамотности, стандарты премиального сервиса и построения узнаваемого бренда. Его надо как-то сторониться и в первую очередь его как-то успокоить. Какой подход к нему найти? Отличный вопрос. У нас это самые крутые клиенты, которые возможны сегодня у вас. Человек на позитиве, Рамзан пришел, мой кек меня купил, он ко мне и так будет приходить. Все у нас, отношения нормальные, мы уже настроили эти отношения. Но человек, который пришел с негативом тратить эти деньги, если он 100% пришел уже, ты не первый, кто к кому он пришел. Он уже там где-то побыл, там ему не понравилось, он злой сюда пришел. Вот если вы закроете этого клиента, и у вас получится дать ему то, что он хочет, в итоге этот человек останется с вами на всю жизнь, потому что вы смогли успокоить этого человека. Интерактивный формат позволил каждому участнику получить ответы на самые актуальные вопросы ведения своего дела. Полезно. Тут говорят о сервисе, о деньгах, о сотрудниках, и самое главное, клиентах. Наша республика уже, были события у нас несколько лет назад, и сейчас все прошло, и есть возможности проявляться, есть возможности выделяться, невероятно легко. Я знаю, что если ты что-то делаешь хорошо, чуть-чуть постараться, чуть-чуть вложить усилия, и невероятно легко выделиться в этой республике.
И я благодарю все руководство республики. Я в разных городах, я сейчас и в Казахстан, и в Москве больше дислоцируюсь, обучаю детей публичным выступлениям. Мне есть чем сравнивать. В этой республике невероятно легко. Масштабное событие в очередной раз доказало, что деловое сообщество республики полно энергии, готово быстро адаптироваться к вызовам времени и уверенно двигаться вперед. Медина Мударова, Мовсар Хаджиев, Магомед Азармаев и Ахмед Хизриев. Вести, Чеченская республика. В Шейх-Мансуровском районе прошли контрольные мероприятия по должникам за газ. Сотрудники компании «Газпром» газораспределения Грозный, полиции и судебные приставы проверили свыше 100 адресов. К тем, чей долг превысил 2 расчетных месяца, и кто отказался оплатить, пришлось применить крайние меры. Зимой неплательщикам давали отсрочку, но теперь меры ужесточили. Приоритетный способ расчета – полное погашение долга. Для тех, кто не может выплатить все сразу, действует реструктуризация. Сначала вносится 30% суммы, остальное – частями. Убедительная просьба абонентов города Грозного за потребление газа оплачивать долги. В случае неоплаты наша компания обязана будет направить материалы в суд для вынесения судебного приказа, последующим для направления в службу судебных приставов для ареста счетов абонентов. В связи с этим убедительно просим граждан своевременно оплачивать долги за потребленный газ. В Грозном состоялся технический форум компании «Навиан Рус» с участием инженеров, архитекторов и проектировщиков, которые задействованы в строительстве и благоустройстве нового столичного района. Представители известного корейского бренда презентовали разработки для оснащения котельных в многоквартирных жилых домах и на строящихся соцобъектах. Основная цель достигнута, потому что мы смогли лично встретиться с застройщиками и инженерами компаний и рассказать о себе. Мы хотели, чтобы в России и в Чеченской республике все могли жить в комфортных условиях, используя наше оборудование. В Грозном состоялась научно-практическая конференция «Чеченский войлочный ковер Истанг. История и современность». В ее рамках также открылась выставка, где представили как работы современных мастеров, так и старинные истанги возрастом более 100 лет. А для всех желающих провели увлекательный мастер-класс по декорированию. Репортаж Дени Хамидова. Чеченский войлочный ковер Истанг – один из древнейших элементов национальной культуры, сохранивший свою значимость до наших дней. Его истории, художественным особенностям и современному развитию посвятили региональную научно-практическую конференцию, которая собрала в Грозном ученых, деятелей культуры, художников и мастеров народных промыслов. Истанг – это не только уникальное произведение народного искусства, но и важная часть культурного кода нашего народа. В его орнаментах, технологии изготовления традиций использованы и отражены мировоззрение духовные ценности многих поколений. Сохранение и популяризация объектов нематериального и культурного достояния является одним из приоритетных направлений государственной и культурной политики. Особое внимание участников конференции привлекла выставка, развернувшаяся в Национальной библиотеке имени Абузара Айдамирова. Здесь представлены старинные истанги, сохранившиеся как образцы народного искусства, а также современные работы мастеров, которые продолжают развивать древние традиции войлоковаляния. На выставке представлены как старинные истанги, сохранившиеся до наших дней, так и современные работы мастеров. Каждая деталь ковра несет в себе элементы традиционной культуры чеченского народа. Именно поэтому сохранение этого ремесла сегодня рассматривается не только как дань прошлому, но и как важная часть культурного развития. Особый интерес у гостей вызвали мастер-классы по изготовлению и декорированию истанга. Опытные мастера продемонстрировали различные техники валяния войлока, рассказали об особенностях создания национального ковра и поделились секретами ремесла, передаваемого из поколения в поколение. Ивайдути, вайтикуштауч арен, вайхила кудут сахаш, лул хошка хилар кудут сахаш, халку урбу, вайхун вайдуй хоич, тахан вай министру хаз гуламбина хок истанга хляцкун истории хоич, вайол орнамент, вайюй хоич, нех юй хоич, нах вайгар хаятся ха. Уже документально заверены хирмадей из-за именно хажал ахсани гюха эцерк на ост исмалосец ала уже догюхл уже.
Отдельное внимание участники конференции уделили вопросам применения традиционного искусства в современных условиях. По мнению специалистов, чеченский истанг остается востребованным элементом интерьера, а народные промыслы продолжают находить новое звучание, сохраняя при этом свою историческую основу. План мероприятий «Дорожная карта» разработан методология изготовления федеральный реестр ешел объект. Kadolmuş birisnekte diye işte üstten bir üç yol ya federal reisler yapıyor. Ve sabah bolsa da almalı. Düğütüm tak dolş, diyetim tak bolsa da almalı. Ya taşınmalı. Baba diye zarуда diye. Здесь, на этих истангах, хранится история чеченского народа. И мы видим здесь мастеров, которые используют одну и ту же технику в создании войлочного ковра. Но мы видим разнообразность самих орнаментов, что очень важно. Эти орнаменты сегодня используются в литературе, то есть оформление книг каких-то, используются уже в дизайне домов. То есть мы видим, что вот этот старинные истанги, орнаменты уже возвращаются в нашу жизнь. По итогам конференции участники обменялись мнениями и выработали предложения, направленные на дальнейшее изучение, сохранение и популяризацию войлочного. Интерес к истангу не только помогает сохранить ремесло, но и способствует укреплению культурного наследия чеченского народа для будущих поколений. Дени Хамидов, Ислам Нацуров, Руслан Магомадов, Вести Чеченская Республика. На всесезонном курорте «Ведущий» стартовал один из самых важных этапов расширения туристического кластера. Специалисты приступили к протяжке и натяжению каната для уникальной подвесной дороги, которая свяжет южные и северные склоны. Главная особенность гигантской конструкции – полное отсутствие промежуточных опор на самом пролете над ущельем. Длина этой безопорной части составит более 4 километров. Ресторан национальной кухни «Нашха» в Грозном завоевывает сердца гурманов. Меню – это традиционные чеченские рецепты в современном прочтении. Блюда создаются так, чтобы сохранить их аутентичный характер. Интерьер продолжает эту философию. Стильное пространство гармонично дополнено национальными мотивами. О месте для тех, кто ценит вкус и эстетику, в репортаже Медины Мударовой. Едва переступив порог ресторана «Нашха», понимаешь, здесь царит особенная атмосфера. При входе встречает улыбчивый персонал. Изысканный интерьер выполнены в светлых тонах с элементами современной классики и национального колорита. Традиционная музыка, мягкий свет. Каждая деталь продумана так, чтобы гость смог насладиться как атмосферой, так и вкусом. Название ресторана отсылает нас к Нашха, исторической прародине чеченцев. И эта глубокая связь с корнями здесь чувствуется в каждой детали. Но национальная кухня сегодня – это уже давно не просто сытный домашний обед. В этих стенах традиционные народные рецепты получили совершенно новое, изысканное звучание. Владельцы заведения поставили перед собой непростую задачу – создать пространство, где национальный колорит встречается с высокими стандартами современного сервиса. Эту идею воплотить удалось. При создании ресторана была задействована большая команда, в том числе такие именитые бренд-шефы, как Иннокентий Регентов и Александр Зуев. В тандеме с Умалатом Бекмурзаевым они создали новое национальное прочтение национальной чеченской кухни. Наверное, наш ресторан отличается от других ресторанов национальной кухни именно тем, что у нас огромная работа с продуктом по мясу. То есть наши позиции готовятся не за один день, не за 2 часа. Это позиции, которые готовятся по 2 суток, по 3 суток, которые заготавливаются для того, чтобы создавать и картинку блюд, и также вкусовую часть. Помимо национальной кухни у нас также можно попробовать другие позиции, связанные с европейской кухней. Также у нас есть уникальный бар, в котором мы создали моктейли. Это коктейли безалкогольные, которые делаются на основе кордиалов. Достаточно интересное гастрономическое сопровождение для наших позиций. А это сердце заведения – кухня. Свежайшие продукты, мастерство поваров и строгое соблюдение технологий. 3 кита, на которых строится философия ресторана. В Нашхе бережно относятся к традициям, но при этом умело экспериментируют с подачей. Но, как бы там ни было, актуальным блюдом на все времена остается одно – жижик галнаш. Его шеф-повар Умалат Бекмурзаев любит готовить больше всего. Это классика чеченской кухни – жижик галнаш, но немножко переосмысленная и прочтенная в новом формате. Грубо говоря, у нас не просто вареное мясо, например, которое готовят все у нас дома, а это специальный отруб, это рибай на кости, он у нас маринуется и томится 12 часов в собственном соку на низких температурах. А классика у нас типа вот галушки, которые готовят
в каждом доме. У нас есть прекрасные женщины-мучницы, бабушки две, которые работают у нас в ночь, готовят такие прекрасные галушки. Еще из необычного у нас бульон томится тоже 6 часов. Он готовится у нас на реберной части и на костях, который запекается в печи нашей дровяной. И условно луковый соус, который тоже, это классика, но тоже немножко в современном прочтении. То есть она готовится не по классическому чеченскому рецепту, а по французскому. Мы его слегка под лук такой томим с картошкой и накрываем потом картушем и томим 3 часа. В ресторанной сфере мужчина работает уже 8 лет, 3 года из которых провел в Санкт-Петербурге. Там он оттачивал мастерство. Этот опыт теперь помогает ему создавать настоящие шедевры. Мы кладем наши запеченные овощи, которые у нас запекаются тоже на углях, за счет чего они имеют такой легкий копченый вкус и более насыщенный аромат такого костра. У нас идет черри, перцы рамира. Мясо для нашего салата мы используем тонкий край, который находится рядом с отрубом стриплонь. Этот отруб называется пиканья. Это такой небольшая часть рядом с ногой. Имеет такой прям характерный мясной вкус и более насыщенный аромат. Комплимент от ресторана – хлебная корзина с маслом. Она подается к каждому столу. Ну а бармены – настоящие мастера своего дела. Они способны приготовить напиток на любой вкус, будь то классический коктейль или авторский шедевр. Результат такого подхода не заставляет себя ждать. Гости высоко оценивают не только вкус, но и подачу. Секрет нашки в том, что поварам удалось воссоздать тот самый забытый вкус домашней кухни. Посетители делятся. Здесь они вновь чувствуют себя детьми. Наш ресторан национальное блюдо. Dik Jimov догадываюсь, что на халдеш на ешкале амсанна тармигардон шиамихар ешек. Мы очень много были наслышаны об этом ресторане и сегодня решили его посетить. То, что первое бросается в глаза, это, конечно, интерьер и дизайн. Это очень необычное заведение, такого нигде не видела. Ресторан «Нашха» открылся только в апреле этого года, но уже стал визитной карточкой не только для жителей Грозного, но и для многочисленных гостей республики. Здесь знают, национальная кухня – это не просто набор блюд, а душа народа и его гостеприимство. Заведение расположилось в самом сердце Грозного, прямо напротив центральной мечети. Это делает его идеальным местом для обеда после прогулки по городу или уютного ужина в кругу близких. Медина Мударова, Магомед Басаев, Шамсудин Джабраилов и Ахмед Хизриев. Вести, Чеченская Республика. Жители Чеченской Республики, относящиеся к льготным категориям граждан, могут подтверждать свой статус с помощью цифрового ID в приложении МАКС. Новый сервис доступен многодетным семьям, людям с инвалидностью и пенсионерам. Для подтверждения права на льготы, скидки и другие меры социальной поддержки достаточно открыть приложение и показать QR-код. При этом все необходимые данные всегда находятся в смартфоне. Сегодня цифровым удостоверением пользуются уже более 30 тысяч жителей республики. Цифровой ID заменяет бумажные документы. Достаточно показать QR-код в приложении, он подходит для льготного проезда, скидок у партнера и посещения учреждений культуры. Оформить его можно самостоятельно через госуслуги или в приложении МАКС. При необходимости вам могут помочь специалисты социального фонда. Сервис защищен. QR-код обновляется каждые 30 секунд, что исключает его подделку. Это удобный и безопасный способ подтверждать право на льготы без бумажных документов. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунтах Вайнаха в социальных платформах.